Каждый раз, когда мы встречаем своего знакомого, после обязательного приветствия мы у него спрашиваем, как дела, предполагая, что человек обязательно что-то делает. Но после любых дел или трудов обязательно наступает свободное время, или время отдыха, или досуг. А чем заняться на досуге в Ингушетии сегодня? Здравствуйте, я Дмитрий Шаблинский, и сегодня для разговора на эту тему пригласил к себе в студию весьма компетентных людей. Это помощник муфтия Республики Ингушетия, куратор медресе Абдусалам Далгиев, исполнительный директор радиостанции ИТТ «Вещание» Эдуард Дер, директор детского лагеря имени Владимира Михайловича Комарова Фатима Килоева, директор кафе «Ла Сарелла» Магомед Ужахов, эксперт по туризму Батыр Мальсагов, капитан команды сборной КВН Республики Ингушетия Ахмед Цачоев. Добрый день. Господа, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время и пришли ко мне сегодня на передачу. И, собственно говоря, тема «Чем заняться на досуге в Ингушетии сегодня?». И первый вопрос я хотел бы обратить к Абдусаламу. Абдусалам, чем принято или хорошо заниматься на досуге с точки зрения ислама? Досуг, отдых – это часть жизни человека. То есть без этого нельзя. Как нельзя без пищи, без воды и всего прочего. То есть человек должен обязательно отдохнуть. Также у него, как мы отметили, появляется время свободное. Можно его назвать временем проведения досуга. И чем он занимается в это время? Люди разные, мышление у них разное, и каждый по-своему считает, как ему можно или нужно провести свое время досуга. Но однозначно в Священном Коране говорится: «Бисмиллахи рахмани рахим, ваджална лейла либаса, ваджална нахара мааша». То есть Всевышний говорит: мы сделали ночь, чтобы они отдохнули, у них был покой, и мы сделали день, чтобы они находили себе пропиток, то есть они чем-то занимались. И в принципе мы на себя это и ощущаем. И как он должен проводить время? Вот как мы считаем, на что мы основываемся. То есть человек, если он религиозный, несмотря на его географическое расположение или социальный его статус, то есть он религиозный, он должен придерживаться принципов своей религии, принципов религиозной убежденности. В данном случае он может заниматься тем, что ему не запрещено своей религией. Не запрещено. Не запрещено. То есть отдых – это должен быть отдых, то есть он должен и морально отдохнуть, и физически отдохнуть. То есть человек иногда, напрягая себя физическими какими-нибудь упражнениями, он отдыхает. Он свободное время проводит. Например, от умственного труда. Да, он проводит время, например, в спортзале, тем самым получает удовольствие. Тем же самым он физически себя загружает, проводит с командой, командные игры и так далее, и так далее. И морально человек отдыхает. Это тоже зависит от его терпимости. Например, бывают люди очень терпеливые. Они просто вот сидят и отдыхают. А бывают люди, которые с темпераментом, они спорят, отдыхают. Но главное, чтобы он от основных дел отрекается и свободное свое время занимается тем, что не запрещено своей религией. Один из первых вопросов, который хотелось бы задать: компьютерные игры. Это практически бич современности. Запрещены они, не запрещены? Что с ними делать? Вот наболевший вопрос. Компьютерные игры, всякая зависимость, то есть мания. Это практически. Да, мания. Вот всякая мания, она приводит человека к чему? Приводит человека к зависимости. А человек должен быть свободным. Во всем, во всех отношениях он должен быть свободным. В мысли, в деяниях, во всем он должен быть свободным. И вот эта мания его приводит к зависимости, что запрещено. То есть любая она, какая ни была мания, то есть человек может заразиться манией поклонства. То есть это уже наоборот ему человека воспитывает мания поклонства. То есть культ.
Если он заразился культом, это наоборот, он подает пример другим. Но вот эти последнее время у нас появились вот эти явления, игры, компьютерные игры, все сегодня вот телефонами, вот этими компьютерами, вот они занимаются, и у них практически и основное время, и свободное время у них уходит на это дело. И не замечая, да. то есть не замечая, человек выходит из-под контроля, когда он входит в вот эту зависимость. И поэтому, пользуясь случаем, конечно, мы будем призывать всех и подрастающее поколение, и поколение чуть повзрослевшие, не подвергаться вот этим маническим вот этим явлениям. Я как раз хотел бы обратиться к Эдуарду. Эдуард, дело в том, что радио, телевидение, вообще масс-медиа – это тоже некая форма зависимости. И я прям подозреваю, что можно говорить о том, что вы представитель той сферы деятельности, которая пытается людей подсадить на то, чтобы все смотрели телевизор, слушали радио, сел в машину, сразу включил свою любимую программу. Но при этом, при всем, я сам телевизор не смотрю уже много лет. Так, собственно говоря, хотел задать вопрос. Все-таки отнести деятельность радио и телевидения можно к досугу или к труду? Для тех, кто работает на радио и телевидении, это, конечно, труд. То есть вы хотите сказать, что те люди, которые работают на телевидении, телевизор не смотрят? А смотрят, наверное, только потому, что работают на этом телевидении. То есть с работы на работу, да? Пришел домой, включил то, что делал целый день на работе. Ну, я по себе сужу. То есть я прихожу домой и включаю то, что я целый день делал на работе. Я контролирую эфир, смотрю, слушаю, что там идет, конечно, только вот поэтому. Как же вы с работы на работу-то? На самом деле очень сильно устаешь. Да? Устаешь на работе, приходишь, и уже, в общем-то, не хочется слушать, потому что ты все это слышал, ты все это знаешь, но нужно послушать, как это все там будет стоять. Поэтому... И вот тут тогда возникает вопрос, как вы отдыхаете? Я смотрю кино. Кино. Я прихожу с работы, послушаю радио, если все там в порядке, эфир идет, я включаю кино, смотрю кино. Ну, вот как-то так. Либо читаю книгу. Хорошо, спасибо большое. Я вот как раз хотел бы к Фатиме обратиться. Фатима, в свое время, когда были пионерские лагеря, обязательно привозили в кино. Скажите, в вашем лагере чем занимаются дети и смотрят ли они там телевизор, кино, играют ли в компьютерные игры, чем наполнен их досуг? Вы знаете, давайте сначала определимся, что такое досуг. Да, в общем, да. Досуг – это одна из форм жизнедеятельности любого человека. Значит, содержание досуга – это совокупность элементов увлечений, интересов и хобби. Просто нужно правильно подходить. Конечно, наши дети смотрят и кино, и телевидение, и все это делается в дозволенных рамках, конечно. Значит, при организации и планировании детского отдыха, конечно, мы учитываем и возраст ребенка, его физические особенности, интеллектуальное развитие ребенка, значит, мнение и желание, значит, характер и темперамент ребенка. И с учетом всех этих качеств составляется план работы лагеря с этими детьми. План сетка лагеря, значит, рассчитана на полную смену. Конечно, при общении с детьми что-то меняется, что-то вносится свое от имени детей, конечно. Мы всегда в работе с детьми используем демократический стиль. Наши дети к концу каждого дня подводят итог лагеря, итог дня о проведенной работе. Они совершенно спокойно могут высказать свои замечания, пожелания, какие-то, да. Сегодня мне кисель не понравился, завтра сварите компот, пожалуйста, да? Имеется в виду вопрос более в таком широком спектре. Они могут сделать замечание начальнику лагеря, сделать замечание по организации какого-то мероприятия. Да, у нас хотелось бы посмотреть, очень интересно. Да, у нас очень талантливые дети. И, конечно, нужно всегда при работе с детьми, это очень важно, сохранять их статус детей, учитывать их индивидуальные особенности все-таки каждого ребенка. Вы знаете, вот я как раз по этому поводу хотел задать вопрос. А не лучше ли детям летние каникулы или вот так летний большой досуг проводить все-таки в семье? Потому что в детском лагере собираются люди разных социальных слоев, разных культурных уровней. И это может нанести вред, то, что называется, воспитанию ребенка.
Вы знаете, я думаю, что только правильно организованный досуг детей, именно правильно организованный с точки зрения педагогики, может побуждать детей к приобретению новых знаний и каким-то творческим и, можем скажем, серьезным размышлениям. Вы знаете, я вот как родитель от своего сына услышал, и в детский сад он ходит, и вдруг он мне говорит фразу: «Ты что, папа, обалдел?» У меня был шок такой, что у нас в семье не произносятся эти, нету такого понятия, не может этого быть. Он его принес из детского сада. Социализация детей необходима, тем не менее, конечно, встречаются и такие моменты, но для того и работают педагоги, воспитатели, чтобы все-таки фильтровать эти вещи, чтобы вот это было минимальными такие. Дети должны общаться, дружить, развиваться. Это нормально. В принципе, да, я согласен. И спасибо большое. Хотел бы сейчас обратиться к Магомеду. Магомед, в одной пьесе было сказано, что человек раб своих привычек, и самая дурная из них каждый день есть. Человек ест каждый день, по возможности, я так понимаю, и хорошо с этим справляется. Я хотел задать вопрос: зачем нужны рестораны, кафе? Почему они появляются? Зачем они нужны? Вы правильно сказали. Кафе и ресторан – это место, в первую очередь, для того, чтобы там поесть. Да. Но есть разница. Не просто поесть. Просто поесть вы можете дома. В том-то и дело. Или там на ходу где-то в машине. Это место, где ты можешь поесть, во-первых, в хорошей такой красивой обстановке, уютной, удобной, где вокруг тебя интерьер, который есть не везде. Он специально там сделан, чтобы тебе было приятно находиться, не хотелось уходить туда. Это раз. Другое, там приятная музыка, услужливый персонал. И там ты будешь есть то, что ты не увидишь дома. Тебе дома дают простую еду. А здесь ты можешь получить какие-то деликатесы, какие-то особенные блюда. Ты придешь сюда не каждый день, ты придешь сюда на праздник. Вот как раз об этом я и хотел спросить, что приходишь в ресторан по поводу, как правило, да. Но по поводу, как правило, собираешь друзей и гостей. Собирается тусовка, и получается, шумно. Я уж не буду говорить про некогда бывавшую стрельбу. Как с этим обстоят дела, и что делать вот с такими шумными весельями по поводу праздника большого? Скажем так, бывают шумные веселья нетрезвые и трезвые. Вот эти здесь нетрезвые... бывают нетрезвые? У нас бывают нетрезвые. Мы это вырежем. Бывает. Я имею в виду вообще, не говорю, бывает ли не у нас. Если буду говорить за себя, бывает очень шумно. Особенно, если это молодежь, например, школьники. И они отмечают окончание школы. Последний звонок. Вот сейчас как раз прошли недавно. Это подростки, парни и девушки. И что они в первую очередь хотят? Они хотят лоузер, лезгинку. Где вы видели тихую лезгинку? Никогда. Это и есть и весь шум. Все остальное бывает спокойно, аккуратно. Да, то есть вы можете зайти и увидеть 20 человек за столом, но это не будет шумно. Они будут разговаривать, будут есть, будет играть музыка негромко. Вот как раз по поводу музыки и негромко, опять-таки, я ни разу не слышал лезгинку не громко. Ее слышно так, что прям хочется... Да. Если это лоузер, все в сторону, площадка, громкая музыка, отплясали, сделали тихо, сели, отдохнули. Магомед, спасибо большое. Батыр, хотел бы обратиться к вам. По опросам респондентов, одно из самых желанных и самых частых упоминаний о проведении досуга – это путешествие. Скажите, путешествие не является ли то, что называется праздношатанием и бесполезной тратой времени? Путешествие – это как раз-таки тот путь познания и своего края, и всего мира, и окружающего, и самого себя. Поэтому это
не праздно шатание, а все-таки это очень полезный вид досуга, когда люди отдыхают, когда люди видят новые страны, новые континенты, когда чувствуют, находятся в новой для себя обстановке, и как раз-таки они там и эмоционально, и физически, и морально отдыхают. Поэтому такой вид, если говорить о нашей республике, отдыха, это туризм внутренний, то есть когда люди, объединенные общим интересом, выезжают в Горную Ингушетию с точки зрения познавательного, с точки зрения познания, с точки зрения оздоровления, выезжают туда, когда они, как пешие туристы, проходят какими-то маршрутами, видят новые, в общем-то, пейзажи, дышат свежим горным воздухом и непосредственно общаются между собой. И как раз-таки это то время, когда люди, в общем-то, получают новые впечатления, какой-то адреналин получают. И вот этот отдых, он как раз-таки во всем мире очень популярен. Вы знаете, я бы вот здесь несколько усомнился, потому что адреналин люди получают тогда, когда в пейнтбол играют. Или когда вот приходят в спортивный зал и там дерутся. Да, вы там адреналину больше. Я сейчас, скажу про этот адреналин. Дело в том, что можно просто ходить, гулять по горным тропам, наслаждаться пейзажами. Но у нас можно и активно отдыхать в Горной Ингушетии, на горнолыжном курорте Арамхи. Как раз-таки открытый пейнтбольный клуб, есть и горные велосипеды, то есть маунтинбайк, когда человек может сесть на горный велосипед и покататься. В прокат взяв? Взяв в прокат, взяв экипировку и проехаться по подготовленным трассам, можно просто по горным дорогам проехаться, получить удовольствие от этого. Есть и мотоциклы, если он, допустим, мотоциклист, он может также взять на прокат необходимое обмундирование, сесть и покататься, получить как раз-таки заряд адреналина. Если он просто спокойный какой-то меланхолик, который просто созерцание природы доставляет ему удовольствие, он может просто сидеть у родника и, в общем-то, получать от этого удовольствие, пить чистую воду, дышать свежим воздухом. И, в общем... Я со своей стороны хотел бы сказать, что сейчас у нас в Горной Ингушетии открыто 3 бассейна, причем то, что называется российского уровня, можно сказать, мирового уровня, хочется сказать. И это тоже одна из форм досуга, кстати, которая, я надеюсь, не запрещена Кораном, и я надеюсь, что уж в плавательном бассейне время проводить можно. Спасибо большое. Хотел бы обратиться к Ахмеду. Вы являетесь представителем такого мощного, молодежного, творческого движения, которое, в принципе, и достаточно интеллектуально и достаточно драйвово, с танцами, песнями, весельем. Это движение, что называется, со своей жизненной позицией, жизненной, социальной позицией. Вопрос, который хотел задать. Много ли вас таких? КВН играют около 6 миллионов человек по всему миру. По всему миру, да. А в России вот на прошлом Сочи 2014 было 6 тысяч. Но это только официальный КВН. Есть еще неофициальный. Ну вот я, собственно, в большей степени хотел спросить про вашу команду, про команду сборной Ингушетии. В нашей команде 7. 7 человек на всю Ингушетию? Да, на всю Ингушетию. 7 человек. Хочется тогда спросить и прям поплакать. А где берете кадры? Почему так мало? Дело не в том, что мы не берем в команду или мы отказываем кому-то. Просто есть люди, которые уже играли долго, в том числе и я, и другие несколько парней, которые играли более 10 лет, просто за пределами Ингушетии. И мы собрали всю команду из опытных людей, костяк. А когда уже мы доберемся до нужных высот, то мы уже будем подтягивать младшее поколение. И вот, собственно говоря, вопрос, немножко перефразирую, раз уж вы сказали о высотах. Какие планки вы для себя ставите? Планки? Защищать часть Ингушетии в этом виде. Я как являюсь... Как минимум высшая лига. Я являюсь поклонником КВН, хотел спросить, почему нету Ингушетии в высшей лиге? Когда вы там будете? Сейчас эту нишу под названием «Кавказ» в КВН пока она еще, ее еще заняли пока.
Там Ну слишком ладно. много Кавказа пока. Вот там много Кавказа. Места раз много, значит, можно подвинуть. Нет, лучше уж подождать и выделяться. И мне кажется, нашей команде пока еще не хватает опыта и телевизионного опыта именно. В этом году мы играем, этот сезон мы играем в Астане, высшей казахстанской лиги, которая является тоже филиалом высшей лиги. Да, понимаю. Да, вот и у Маслякова-младшего, кстати, играем. В принципе, набираемся опыта, там тоже телевизионная лига и транслируется по всему Казахстану. Вот, и думаем, что в этом году будем в премьер-лиге как минимум. После Сочи 2000. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашем сегодняшнем разговоре, ответив на вопрос, достаточно ли в Ингушетии развита индустрия развлечений. Если вы считаете, что да, достаточно, то отправьте, пожалуйста, смс с текстом ИНК-ТВ-1 на короткий номер 4647. Если вы считаете, что недостаточно, то отправьте, пожалуйста, смс с текстом ИНК-ТВ-2 на короткий номер 4647. Нам очень важно ваше мнение. Господа, и, собственно говоря, вопрос, который мы хотели бы сейчас обсудить. Достаточно ли в Ингушетии развита индустрия развлечений? Где количество ресторанов, где количество парков, аттракционов, где количество клубов, дискотек, веселья, радости или музеев, выставок и всего прочего? Собственно, первый вопрос, который я хотел бы вот вообще задать, Магомед, наверное, вам. Дело в том, что когда я готовился к сегодняшней программе, я практически не нашел в интернете информации о ресторанах Ингушетии. То есть я могу сказать, что буквально порядка 16 ресторанов заявлены в интернете. Это все, что у нас есть? Я считаю, что это даже больше, чем необходимо. Даже так, да? Да. А почему? Потому что все эти рестораны, они не наполняются посетителями. И я думаю, для этого есть причина. Причина это в том, что рестораны для Ингушетии это новое, скажем так, явление. Вот в том формате, в котором они сейчас появились, и каждый год появляются еще и будут продолжаться. Но мы не привыкли ходить в рестораны, как это делают везде. По сути дела, прийти поужинать. Да, нам нужно к этому привыкать, мы должны учиться ходить в рестораны. Так может быть тогда это просто кафе надо перепрофилировать? Нет. Потому что кафе у нас достаточно. Зачем? Ну, вы знаете, на сегодняшний день классифицировать кафе это или ресторан я бы не взялся. Если вы пришли и увидели, что здесь дорогой интерьер и сложные блюда, называйте это рестораном, не глядя на то, что там написано на входе. Главное не это. Главное то, что в любом крупном городе юга России далеко не будем ходить. Пятигорск, Ставрополь. Каждый вечер все их рестораны и кафе заполняются людьми. Вы это видите, любой из нас, кто там был. А у нас они все стоят пустые. И я, собственно говоря, хотел бы обратиться, наверное, к Абдусаламу. Абдусалам, может быть, это как раз традиция Ингушетии, традиция ингушского народа, или это исламская традиция вечером сидеть дома, не выходить куда-то гулять по ресторанам? Можно эту квалификацию отнести. Мы привыкли ходить в гости друг к другу, привыкли ходить с семьями, в гости. Или собираться у одного друга, там одному дают задание, все туда собираются. И поэтому мы не привыкли входить в рестораны или в кафе. Это, если мы входим в ресторан или в кафе, это необходимость такая. То есть или это связано с работой, или это связано с гостями из другого региона и тому подобное. А так, чтобы вечером собраться и посидеть в ресторане, у нас вот это не принято, и поэтому нет такой практики. И мы на это смотрим даже с положительной стороны. Если мы будем собираться в ресторан, а не входить в гости, то есть то, что мы называем кавказское гостеприимство, все прочее, все с ним связано, это потихоньку уйдет на второй план. И поэтому нам это неприемлемо на сегодняшний день, ходить в рестораны.
Вы знаете, я, опять-таки, когда читал форумы по поводу ресторанов, услышал, прочитал такую точку зрения, что в Ингушетии, именно у ингушей, даже когда человек открывает ресторан, он открывает, то, что называется, свой фамильный ресторан. Магомед. И, собственно, получается так, что я иду в ресторан, я не в ресторан иду, а я к вам в гости иду. И вы с помощью своих друзей, товарищей, сотрудников встречаете меня. Так ли это или все-таки это атовизм, что называется? Не настолько это все буквально. Просто если вы в Ингушетии идете в ресторан, допустим, в мой, то вы знаете, что этот ресторан принадлежит человеку по фамилии Ужахов. На этом все заканчивается. То есть это не будет, как если бы вы пришли ко мне домой в гости. Вы пришли в ресторан, просто этот ресторан находится в Ингушетии. Магомед, читал в интернете очень много разных точек зрения на тему проведения свадеб в ресторане. Есть точка зрения о том, что это очень хорошо и правильно, и посуду мыть не надо, и свободно пришел, отпраздновал, ушел. Есть точка зрения о том, что только в родовом доме, только при фамилии, где молодые обслуживают пожилых, старших, так скажем, только там, где видно, как ведут себя невестки, молодые девушки, девочки, там знакомятся, как говорится. Это то, что я читал. Скажите, ваша точка зрения, надо ли праздновать свадьбы в ресторане? Я однозначно выступаю за ресторан. Почему? Потому что это не такое простое дело отыграть свадьбу в доме, который не оборудован. Для приема такого огромного количества людей. Их не просто надо принять, их еще надо накормить и сделать это хорошо. Вы понимаете, что такое могут только профессионалы. А вдруг эти гости увидят какой-то сбой. И им покажется, что как раз такие, им не покажется, что это хорошо, вы понимаете? И у них сложится неправильное мнение об этих девочках, снохах, племянницах и прочих, кто их обслуживает. На ингушской свадьбе обращают внимание, какому гостю какое внимание уделено. В ресторане девочка-официантка или мальчик-официант, ему все равно. Он этих людей видит первый, может быть, последний раз в жизни. Ему все равны. И тогда не будет соблюдена то, что называется ингушская традиция. В ресторане должно быть место для того, чтобы разделить гостей по категориям. И этих мест, помещений должно быть достаточно. После того, как вы их хорошо и красиво рассадили по категориям и уважили каждого, тогда пусть их обслуживают те люди, которых заказчик может и сам поставить своих людей. Это не обязательно должен быть казенный официант, который никого не знает. Даже так? Конечно. Я, честно говоря, с этим никогда не сталкивался. А почему нет? Дело в том, что я не был ни разу на ингушской свадьбе. Я признаюсь, сам не был на ингушской свадьбе в ресторане ни разу. Я смотрел это в записях. И я видел и не самые лучшие варианты. Понимаете? И я понимаю, как это можно организовать хорошо, чтобы никто не ругался, все были довольны и сказали, да, действительно. А почему не делать это в ресторане, если это так хорошо получается? И тогда, пожалуйста, это сегодняшний день. Сегодня очень практично проводить свадьбы в ресторанах, учитывая все ингушские особенности, никого не обижая, чтобы все были довольны. Это можно делать и делают люди. Спасибо большое, Абдусалам. Я хотел бы к вам обратиться. Что бы вы сказали по этому поводу? Свадьба в ресторане или все-таки дома? Если свадьба, это должно быть дома. Ресторан, это мы упомянули, что за место, кто туда приходит, зачем приходит. И его потом в выходные он приобретает другой статус, статус гостевого дома, а потом в понедельник он становится обратно ресторан. Это совершенно другая история. Просто свадьба, если она у ингушей, она должна проводиться в доме. Мы категорически против того, чтобы проводили свадьбы в этих ресторанах. Почему? Да. Почему мы против? Потому что это получается отделенный остров. Мы сразу отделяем все ингушские традиции, обычаи, связанные со свадьбой. Все, остров ушел, и у нас ничего не остается. То есть вас обслуживает, а организовать на сегодняшний день, как мы говорим,
кого, как, где рассадить или кто за кем будет обслуживать, это просто можно организовать, но это не наше. То есть, как вы это говорили, сваты, у них свое место, захал, о котором мы говорим, у них свое место. Их должен обслуживать определенный компетентный человек. Тем самым, если там есть недостатки, вот этот тамада, который там сидит, он сначала указывает на эти недостатки обслуживающему. То есть, чтобы впредь не повторилось. Потом, он, если достатки не устранены, он вызывает ответственного. То есть на каждой свадьбе есть ответственный, кроме хозяина дома. То есть у него же разделены полномочия. Он призывает это другого, говорит, вот здесь недостатки. На это у нас есть полномочия. Тамада сидит, у него есть такие полномочия. Вот он подзывает себя, говорит, вот здесь у тебя недостатки. И никто этого тамада не осудит. Почему? Он сохраняет наши традиции, обычаи, чтобы впредь такого не повторилось. Я прошу прощения, извините, но если дом, ну, допустим, например, маленький, и для приема гостей, ну, просто неудобен, тесно там, как выходить из этой ситуации? Очень просто. Есть налаженный принцип соседства. Для чего нужен сосед? Дом соседа становится твоим домом. Мы все в такие свадьбы играли. То есть, конечно, у нас нет такого достаточного помещения, чтобы проводить такие мероприятия. Сейчас у людей появляются дома большие, а раньше как мы проводили свадьбы? Женщины в одном помещении, мужчины в одном, третье там, четвертое там. И все это делается в комплексе. Сообща все это делается. Сегодня он тебе сосед, завтра ты ему сосед. Этот институт сохраняет общество, их традиции и обычаи. Да. Конечно, все это надо сохранить. А мы что делаем? Ресторан, не сосед, ни сват, ни брат, никого нету. Все, обрезаем, все традиции, обычаи ушли. Невестка, может быть, там где-то стоит. А это завести невесту. Там в первую очередь, что она должна быть? Нельзя один день все обрезать, чтобы мы утратили все это. Никто, 98% ингушей это не поддержит. Но надо отставить 2% этого высшего интеллектуала, которым это хорошо. Хотелось бы обратиться к Эдуарду. Эдуард, в Ингушетии одна из самых распространенных форм досуга – это вечером у телевизора. И сейчас хотелось бы вот еще раз вернуться к этому вопросу. Не является ли это зависимостью или необходимой зависимостью? Ну, называется, пришел с работы, что делать? Ну, телевизор включил и сидишь, смотришь сериал за сериалом, кино за кино, там то развлекательные программы. Ну, отчасти да. И скажите, какой рейтинг у телевизионных или радийных программ больше? У развлекательных или информационных? Что люди больше смотрят? Что нужнее людям? Ну, у каждой программы есть своя целевая группа. Слушателей, либо зрителей. А кого-то больше интересуют развлекательные программы. Кого-то больше интересуют информационные программы. Третьих интересуют научно-популярные программы. Это вот как раз следующий вопрос. А смотрят ли научно-популярные программы и есть ли у нас на радио такие программы? Вот у нас на радио пока таких нет, но мы планируем вот в ближайшие недели запустить проект научно-популярный. У нас на радио будет программа, где будут рассказываться интересные факты, более подробно, чем обычно это делают на радио. По телевизору можно это все показать, и, конечно, немного проще. На радио сложнее. В некоторых моментах, например, как сделать на радио кулинарное шоу. На радио кулинарное шоу? Да, вот как сделать на радио кулинарное шоу. Умудряются... Это интересное было бы. Умудряются делать. Ну, радио немножко отличается от телевидения, поэтому есть свои нюансы. Но в том числе можно делать и научно-популярные программы тоже. Абдусалам, насколько я знаю, одно из популярнейших радио в Ингушетии – это радио «Ангушт». Есть ли на этом радио какие-то программы, связанные с научно-популярной какой-то деятельностью? Радио «Ангушт», он в основном из-за чего популярен? В первую очередь открытость и вседоступность. То есть там определенно
религиозного, там не все религиозное. Хотя мы открыли радио, при муфтияте функционирует радио, там не все религиозное. Там охвачены все необходимые на сегодняшний день в Ингушетии аспекты. Вот Министерство культуры имеет на радио определенное время. А так научно-познавательных с точки зрения науки у нас такого пока там нету. Особый акцент мы на это не делаем. Национальный компонент очень сильно развит и религиозный компонент. Национальный Да, и религиозный. религиозный. И исторический, наверное. Да. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу, а после рекламы мы продолжим разговор об досуге в Ингушетии сегодня и поговорим о возрастном цензе во время досуга. Не переключайтесь. Это «Ингушетия сегодня» с Дмитрием Шаблинским, и мы сегодня говорим о досуге в Ингушетии. Господа, до ухода на рекламу мы говорили о том, что есть разные формы проведения досуга, и вот я хотел бы поговорить о возрастном цензе. И прежде всего, конечно, Фатима, обратился бы к вам. Чем заняты дети сегодня на досуге? Буду говорить конкретно о детско-оздоровительном лагере, в том учреждении, где мы сегодня занимаемся досугом детей. Значит, у нас комплекс мероприятий, который включает в себя и спортивные мероприятия, и развлекательные, также познавательные, поучительные моменты, и развивающие. Поэтому мы занимаемся очень полезными делами у себя в лагере. Фатима, Синека говорил, что досуг без занятия науками – это смерть и погребение заживо. Скажите, в вашем лагере дети учатся чему-нибудь? Чему они научатся за тот месяц или 3 месяца, проведенные в вашем лагере? Ну, дети находятся у нас 21 день. Так. Так, время пребывания детей, вы сами видите, непродолжительное, но за то время мы детей учим толерантности, общению друг с другом. Значит, педагоги, воспитатели проводят всевозможные викторины, конкурсы, программы, интересные, поучительные, познавательные, развивающие игры. Они учатся заниматься спортом, учатся дружить, общаться. Это, по-моему, главное. Это, конечно. Но, вспоминая, извините, свое детство, у нас обязательно в лагере были кружки разные по интересам, как то макраме, вышивание, выжигание, авиамодельный, судомодельный. В общем, у нас было много. Да, в настоящее время в лагере функционируют такие кружки. Кружок «Умелые ручки». Дети, вот это любимое. Да, дети там и занимаются и макраме, и вышиванием, и подделками детскими. Но это девочки, скорее всего. Для мальчиков почему? Какие умелые и руки? Мальчики тоже. У нас работает музыкальный кружок, где мальчики тоже. У нас танцевальный кружок, где мальчики танцуют. Поют и сами что-то ставят уже в художественном стиле, да. Батыр, вот хотелось бы обратиться к вам. Что-нибудь можно найти сейчас в Ингушетии нового? Что-нибудь можно найти. Ингушетия богата, она, в общем-то, с древнейших времен была заселена людьми. Здесь ходили караваны, часть Великого Шелкового пути проходила по горной Ингушетии. Если человек по натуре исследователь, если он все-таки немножко внимателен и может, он, в принципе, может вокруг себя очень многое увидеть и найти, открытия могут быть не обязательно какие-то вещественные, материальные, они могут быть и, в общем-то, не материального характера. Эмоционально-духовные? Да, в частности, он может открыть для себя какие-то новые архитектурные памятники в горной Ингушетии, которые он никогда не видел, и которые его заинтересуют, и может увидеть на них какие-то выбитые письмена там или петроглифы. Вот, простите, это человек для себя лично решает, а вообще, мне казалось, там уже все исследовано, переисследовано. Или как это происходит, произошло? У нас, в общем-то, ингушская земля очень богата на различные памятники, археологические, архитектурные. В принципе, люди, если они, опять-таки, я говорю, по натуре исследователи, да,
И, в общем-то, если они какой-то целью зададутся, они могут найти что-то интересное. И такие люди есть, они приходят в музей, приносят свои находки, сдают их, и, в общем-то... Я вот, собственно говоря, извините, сейчас скажу вот о себе. Я хочу что-нибудь найти. Так. Куда мне направить стопы свои? Вы должны знать, что именно вы хотите найти. Что Вы знаете, я хочу найти какой-нибудь древний ингушский артефакт. Вот, То есть, куда приехать? Более того, вот поправьте меня, если я не прав, я наслышан, это пока на уровне слухов, что сошел какой-то оползень и нашли рукотворную пещеру. Вот можете прокомментировать эту информацию, потому что она для меня, я не нашел никакой информации, я слышал только на уровне слухов. По поводу того, что-нибудь найти, вы можете у себя даже в огороде что-то найти. Это может быть какой-то черепок, какой-то осколок древней старинной посуды. У нас, в общем-то, в равнинной Ингушетии очень много древних городищ, поселений. Сегодня они как бы стерты, да, снаружи, с поверхности не видны, и сегодня там заняты под огороды, под местные дворы какие-то. Но в процессе землепашества, в процессе строительства у себя во дворе люди находят какие-то вот как раз артефакты. И даже были случаи, находили целые захоронения. Допустим, в 2009 году в горном селении Изми один местный житель решил построить у себя во дворе там времянку небольшую, да, навес построить. Начал копать под фундамент, траншею, и наткнулся на каменно-ящичное захоронение. Очень интересно, очень древнее, порядка 5000 лет датировали его. Парное захоронение лицом к лицу, скорчено на боку, то есть это вот те Ромео и Джульетта, которые были найдены потом спустя пару лет в Вероне, в Италии, и причем датировка как раз-таки она сошлась с нашей. То есть вот такие находки можно делать у себя даже во дворе, если человек более внимательно к этому относится. И если я не путаю ничего, в 2002 году в Верхних Очелках был еще найден какие-то кости рыб, там вот какая-то была информация. Много найдено костей доисторических животных, то есть наша земля, она богата на эти древности, и надо просто быть немножко внимательным, немножко, в общем-то, терпение иметь, и те находки, вот, допустим, по берегам рек можно очень много найти, опять-таки, осколков каких-то горшочков там, или вообще орудий первобытного человека можно найти. А вы сказали, пополняет фонды нашего музея. Да. Что это за музей? Где он? Куда сдавать то, что найдешь? А если человек, допустим, нашел у себя в огороде или где-то там в поле какой-то интересный артефакт, который с его точки зрения будет интересен, да, истории, науки, то он приходит в Ингушский государственный краеведческий музей имени Тугана Мальсагова, в отдел хранения, и сдает эти вещи туда, там его записывают, по описи все принимают, и таким образом музейные фонды пополняются этими находками, потом специалисты их изучают, датируют, в общем-то, и таким образом собирают по крупицам историю древнюю средневековую Ингушетию. Господа, хотел бы задать вопрос вот всем. Если более-менее понятно про детей, ну, там есть педагоги, которые ими занимаются. Чем заняться на досуге молодым людям? Вот исполнилось ему 18 лет, вот он уже самостоятельный, взрослый, он уже может вечером уходить куда угодно и как угодно. Где ему быть? Собственно говоря, Ахмед, смотрю на вас, потому что вы, наверное, здесь представитель молодежи в большей степени. Ну, мне кажется, у молодых людей именно в 18 лет, как вы сказали, должно быть минимум свободного времени. О, как? Потому что они должны уделить все свое свободное время и вообще все свое время уделить и учебе, и спорту, и всему, чему угодно. Лишь бы развиваться. Извините, я хотел бы сказать, в 18 лет очень хочется жениться или замуж. Какая же тут учеба, спорт? Нужно развиваться. Жениться и замуж это не мешает развиваться человеку. Вы знаете, с одной стороны, развиваться не мешает, это я согласен. Более того, вот занятия спортом, занятия науками какими-то, это я никоим образом не осуждаю, а, понятное дело, приветствую. Но где молодежи встречаться, где собираться? У нас в Ингушетии, насколько я знаю, поправьте меня, если я не прав, 9 лет не работал кинотеатр. Сейчас заработал один. То есть его в кинотеатрах в Молгобеке, в Слепцовске нет. То есть весь досуг – это вот только дома у телевизора. Нет, почему?
А где? Ну и сейчас они могут сходить в кинотеатр. И вот я бы хотел перенять, куда бы мы ни поехали с командой, например, и в Центральную Россию, и в столицу, даже вот в Астане, например. Очень интересно то, что мы в зале собираются 2500, 3000 человек, все молодые практически. И когда мы выходим на улицу, мы не видим молодежь на улице. Не то, что пьяную, не то, что разбойничаю. Вообще не видим молодежь, потому что они все заняты. Они все либо учатся, либо где-нибудь в том же ресторане, либо где-нибудь в том же кафе, либо в кинотеатре. И мне кажется, нам нужно перенимать вот этот опыт у остальных государств, и у Центральной России, или у столицы нашей. Нужно как-то прививать нашей молодежи то, что они должны собираться вместе. Они не должны кучковаться или отдельно где-нибудь. Ахмед, хотел вопрос задать вам, как молодому человеку. Насколько я знаю, очень многие молодые люди выезжают или вынуждены выезжать в соседнюю республику, в клубы, на дискотеки, когда хочется потанцевать, и не только лавзар, как говорят, а современная музыка, там, дискотека 80-х. В Ингушетии этого нет. Люди вынуждены ехать в соседнюю республику. Скажите, есть смысл у нас развивать это? Нет, никакого смысла у нас развивать это нет, потому что вы слышали неправильно, мне кажется, потому что у нас не очень много, а какое-то количество. Их не так уж и много, которые выезжают, и у которых есть время вообще выехать. То есть и это меньшинство, да? Это их очень мало, мне кажется так. Не знаю, ну, у нас развивать какую-то клубную индустрию или в этом роде что-то, я не вижу никакого смысла. Потому что тот, кто откроет у нас клуб, он будет в убытке, мне так кажется. Я могу компетентно высказаться. Дело в том, что я однажды по просьбе приезжих гостей, которые здесь работали несколько лет назад, их было довольно много. Они были именно привычные люди, ходить в клубы, дискотеки, чтобы там часами танцевать. Они жаловались мне, что в Ингушетии негде потанцевать, и приходится ездить во Владикавказ. Это была большая группа иностранцев. И тогда мы организовали им такое место у нас здесь, в Назране. У нас в Назране? У нас в Назране организовали им танцпол. Ух ты! Да. И не то, чтобы, Простите, хочется чтобы это стало интересно кому-то из местных людей. Даже эти люди, которые просили, они не стали этим пользоваться. Понимаете? И вот этот танцпол, который был нами организован, он так остался невостребованным. И я могу сказать точно, что... То есть эгрегор, по сути дела, не дает этого, что да? дискотека в том виде, в котором она привычна вот всем и существует, она здесь не востребована, никому здесь не нужна. Ни молодым людям, ни тем более взрослым. Абдусалам, хотелось бы к вам обратиться вот с той же темой, только немножко подкорректировать. А вообще идея дискотеки, клуба с точки зрения муфтията, она имеет право на существование или все-таки это харам? Конечно, она не имеет права на существование. Не имеет? Даже идея не имеет права на существование. Это же любое действие, которое совершается человеком или группой людей и влечет за собой негатив, это запрещено. А тут другой пример заразительный. От дискотеки, вот все, от чего мы людей отговариваем, это дискотеки, это выпивание всяких там спиртных. Ну, ночные клубы, это вообще такой разгульный образ жизни, что называется. Человеку неинтересно, а вчера его друг или знакомый был там, например, на этой дискотеке, и он говорит: вчера так развлекались, давай пойдем. А тот говорит: я не хочу, ну давай пойдем. Его повел он, и завтра он с собой еще двоих-троих берет, и пошло-поехало. И поэтому они лучше будут сидеть у себя дома, рядом с родителями. Это неприемлемо, так как неприемлемы те явления, о которых мы говорили. То есть это не ингушское. Спасибо большое. И тем не менее, Эдуард, хотел бы к вам обратиться с этой же темой. Мы все
так или иначе смотрим телевизор, слушаем радио, и мы все подвержены масс-медиа. И возникает такая тема, что вот у нас в Ингушетии этого нет, а вот там у них... Там, сям, в разных городах, в разных регионах, там у них это есть. Не возникает ли мысли, темы того, что надо съездить посмотреть? Знаете как, пусть я сам сделаю вывод по поводу того, что это плохо. Дело в том, что я сам не из Ингушетии, и я вообще не из России. И все эти клубы, все эти дискотеки я видел, прошел, знаю, и мало того, по роду своей деятельности еще и занимался организацией подобных мероприятий, культурно-массовых, начиная от ночных клубов и заканчивая центральными площадьми, городскими площадьми в городе. Например, те же ночные клубы, я абсолютно согласен, что здесь они не нужны. Я не могу сказать, что абсолютно все люди ходят туда для того, чтобы вести разгульный образ жизни. Кто-то пойдет там встретиться с друзьями, посидит, попьет каких-то напитков, не алкогольных, скажем, да, пообщается, увидится с кем-то, уйдет. Но в основной своей массе, скажем так, в 90% случаев, это ведет за собой нехорошие вещи. Алкоголь, часто очень наркотики и все остальное. Например, я против этих ночных клубов, подобных заведений. Мне кажется, что они не нужны. Пусть лучше молодежь занимается другими вещами. Господа, это все понятно, но возникает вопрос, а вот что делать людям, тем, кому за 40? Чем заняться на досуге? Я могу сказать свое мнение. Я, конечно же, буду тянуть в свою сторону, нашу телегу, потому что я просто не вижу сегодня реально, как провести вечер. Вот сегодня настанет вечер, и, предположим, куда я пойду, и что там буду делать. Если у меня нет там домашней нагрузки, какой-то работы, у меня есть свободное время, почему мне на самом деле не пойти в уже много раз упомянутое кафе? Чем это плохо? Мы не говорим про плохо. Это же хорошо. Мы говорим, чем заняться. Непривычный. А почему не пойти? Вы представьте картину. Вы заходите, открытое помещение, не прокуренное, трезвое, заполненное людьми, примерно вашего же возраста. Приятная обстановка. Почему не провести, не посидеть там, разговаривать с друзьями, познакомиться с кем-то, увидеть давно, кого не видел, спросить, как у него дела, пообщаться, потом пойти домой. Простите, пожалуйста, я бы очень даже рад был бы так проводить время. Зарплата нужна соответствующая. Но не ходите каждый день, пропускайте иногда. Я не хожу в кафе, в рестораны, может быть, в силу того, что у меня здесь друзья все только на работе. Купите себе джип, вступите в джип-клуб и ездите в горы. Собственно говоря, я поэтому на джипе и езжу в горы. Правда, все почему-то удивляются, что ты один туда поедешь. Например, есть клуб байкеров, объединяющий довольно взрослых ребят, которые очень увлечены этим, красиво занимаются. А почему бы не появиться джиповскому клубу в Ингушетии? И здесь есть люди, у которых есть деньги, которые, может, просто им в голову не приходила такая идея. Абдусалам, хотел бы обратиться к вам, по сути дела, с тем же вопросом. Люди, которым за 40, чем им заниматься? И, насколько я знаю, муфтият проводит мероприятия по чтению Корана, чтению нашидов. Скажите, можно ли это делать массово? Можно ли это делать на региональном, и не побоюсь этого слова, на российском уровне? Мероприятия приурочены каким-то праздникам или же конкурс чтецов Корана – это разовые мероприятия. И раз мероприятие провели, это не значит, что он целый год или месяц проводит досуг, основанный на этом мероприятии. Понятно. То есть это, если проводить мероприятие, то есть досуг это повседневное что-то, или же регулярное.
Вот я только хотел сказать, а если эти соревнования сделать не разово, а, например, цикл какой-то? Мы ставим сейчас планку за 40 до 40. Это смотря кто как проводит досуг и кто как развлекается. Вот чем им заняться. Вот можем проводить, но это опять-таки будут не регулярные мероприятия, а разовые. То же самое вечер нашидов. Мы это планировали, но до сих пор такое не провели. То есть у нас здесь же высказывались ораторы насчет опасений, то есть примет общество, не примет общество, хорошо ли это, и нужно смотреть на общественность, то есть как они на это среагируют. И поэтому вечер нашидов, где там поют и малые, и большие, то есть там и детки поют маленькие. Это нас развлекает, конечно. Вот я как раз хотел бы спросить, если сделать эти мероприятия регулярными, это же может привлечь, по сути дела, любую возрастную группу. И дети, как вы говорите, и пенсионеры, и все могут это делать. Более того, если человек знает, что там, я не знаю, каждую пятницу или, я не знаю, в какой день, там, каждую субботу происходит чтение Корана, вот каждый как приходит, и там он может это показать. Любой желающий, он будет к этому готовиться, он будет к этому учиться. То есть касательно вечера нашидов, если есть кому поддержать идею в организационном плане, то мы это, думаю, мы это поддержим. То есть мы можем это провести в районах, в Малгобекском, Сунжинском, Назранском. Эту идею мы поддержим в плане, вот в этом плане мы со своей стороны будем содействовать проведению досуга. Вы знаете, здесь немножечко наоборот. Мы, как информационный рупор республики, мы вас поддержим и обязательно и снимем и цикл передач, и информационных роликов об этом. Но это, по всей видимости, проводить должны люди, те, которые умеют это делать, знают, как это делать. Вот, сейчас остается выработать механизм только. По сути дела, сейчас нужно придумать, кому это делегировать, потому что, извините, я понимаю, что я не умею и не знаю, как это делать. Основные полномочия, но это есть компетентные люди, где можно распределить полномочия, обязанности и все прочее. То есть немаловажно здесь и финансовая составляющая, можно возложить на Минкультуры. А досуг, если места были бы провести досуг побольше, например, парки те самые, в других больших городах есть же парки. Вот городской парк Магаса или городской парк Назрани или Малгобека, или же сельские парки, если бы сделать, люди спокойно могли бы вечером выйти, посидеть на этих же самых, под Березовой или под другой рощей. Все, провели бы себе досуг. Говоря о парках, хотелось бы предположить, пофантазировать, что, знаете, как в Гайден-парке, человек приходит и вот берет и читает. И его там не то, что не осуждают, а люди знают, что тут можно это читать, здесь принято и хорошо это читать. Но, увы, на сегодняшний день мы можем исходить из того, что мы имеем. Из того, что мы имеем. Что мы имеем сегодня, то мы имеем. И вот как на сегодняшний день проводить досуг. Если станет вопрос, что у нас заложено в перспективе, или что бы мы предложили на перспективу, это уже можно обсудить. Спасибо большое, Абдусалам. Господа, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и подводя итоги нашей сегодняшней передачи, я хотел бы обратиться к телезрителям. Сейчас на своих экранах вы видите результаты вашего СМС-голосования. Отвечали вы на вопрос, достаточно ли в Ингушетии развита индустрия развлечений. Результат вы видите у себя на экране. И подводя итоги сегодняшней передачи, хочется сказать, что каким бы видом досуговой деятельности вы ни занимались, помните, что способность умно наполнить свободное время есть высшая степень человеческой культуры. А на этом наша передача заканчивается. Я надеюсь, мы с вами встретимся через неделю в рамках программы «Ингушетия сегодня» с Дмитрием Шаблинским. И еще молитесь и любите друг друга. Счастливо!